Саламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Чеченской Республики Ибрагим Мадаев. Ибрагим Машвол. Какова сегодня ситуация на дорогах Чеченской Республики? Как сегодня обстоят дела с безопасностью? И как бы вы ее охарактеризовали? Я хочу поприветствовать наших телезрителей. Ассаламу алейкум. Вас поблагодарить за возможность рассказать людям о том, что происходит у нас на наших дорогах. Прежде всего, если оценивать ситуацию на наших дорогах, то в целом можно охарактеризовать положительно, потому что мы несколько лет уже подряд наблюдаем значительное снижение как по количеству дорожно-транспортных происшествий, так и по погибшим участникам дорожного движения. И это несмотря на то, что ежегодно в нашей республике растет количество зарегистрированного транспорта. То есть, несмотря на то, что увеличивается количество автомобилей, нам, благодаря в том числе общественности, благодаря вам, как средствам массовой информации, которые формируют общественное мнение в области обеспечения безопасности дорожного движения, и благодаря повышению культуры самих участников дорожного движения удается снизить уровень аварийности на дорогах нашей республики. Так, к примеру, с начала года по сегодняшний день на территории нашей республики зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек погибли и 81 получили травмы различной степени тяжести. Вопрос от наших подписчиков, зачитаю его, прямой текст. Вот раньше у нас было ГАИ, а сейчас ГИБДД и ДПС. Могли бы вы рассказать, что это за подразделения и за что конкретно они отвечают? Служба Госавтоинспекции, как говорили в народе раньше, и как мы говорим сегодня, в соответствии с новым положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения, на плечи сотрудников ГИБДД Госавтоинспекции возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения, то есть сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Эта работа, она строится еще с далеких 1936 года. Госавтоинспекции в этом году исполнилось 87 лет. И в период государственных переворотов в нашей стране, ухода из политической арены, так скажем, Союза Советских Социалистических Республик и перехода Российской Федерации как государства, менялись названия определенных ведомств и структур. Здесь тоже произошли определенные изменения в названии ГАИ, Госавтоинспекции, как оно называлось раньше, и называлось как Государственная инспекция безопасности дорожного движения, то есть ГИБДД. Теперь же, в соответствии с указом президента Российской Федерации, в этом году официально уже вышло положение о структуре ГИБДД, и можно официально уже называть сотрудников ГИБДД сотрудниками Госавтоинспекции. Инспектор ДПС – это человек, который несет службу непосредственно на дороге, исполняя обязанности по контролю и надзору за движением транспорта и пешеходов. Это инспектора, которых мы видим на улице. Их мы называем инспекторами дорожно-патрульной службы. Я думаю, что ваш ответ исчерпал вопросы наших подписчиков. И следующий вопрос, уверен, будет очень интересен нашим автолюбителям. Имеет ли право полицейские подразделения Росгвардии и Министерства обороны останавливать и досматривать автотранспорт? Вообще, в целом, структуры, военизированные структуры на территории нашей страны имеют определенные полномочия и свои обязанности в выполнении определенных возложенных государственных задач. И в период исполнения этих задач, которые на них возложены, сотрудники этих ведомств, конечно же, имеют право останавливать автотранспорт, имеют право останавливать пешеходов, имеют право проверять на предмет причастности к преступлению определенных лиц. Это, безусловно, действует
И я же могу говорить конкретно касаемо Росгвардии, касаемо Министерства обороны, не смогу ответить. Это в целостности зависит от требований их внутриведомственных приказов. Могу сказать лишь о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники Министерства внутренних дел имеют право останавливать автомобили. В этом году, вот в этом месяце вступает в силу новое наставление инспекторов ДПС за номером 264, который регламентирует порядок действия самого сотрудника на улице, когда он несет службу при контроле за надзором движением транспорта и пешеходов. Раньше, когда инспектор останавливал водителя для досмотра документов, для проверки автомобиля, то некоторые водители возмущались, требовали документ, подтверждающий право на проведение определенных профилактических рейдовых мероприятий, согласно которым работают сами инспекторы на данном участке. Сейчас же в соответствии с новым регламентом, новым приказом, инспектор не обязан, сотрудник МВД не обязан показывать этот документ. Он может объяснить водителю, если ему это интересно и важно, место нахождения самого центра ведомства, министерства, дислокация. И водитель может приехать на место дислокации этого подразделения и в дежурной части попросить определенный документ, в соответствии с которым работают сотрудники на данном участке. Это предусмотрено законом, но мы должны понимать, что люди, которые работают на улице, останавливают автотранспорт для досмотра, для проверки документов, они это прежде всего делают для безопасности участников дорожного движения. Никаких корыстных целей наши инспекторы в данном случае не преследуют. Все, кто живет здесь, в нашей республике, прекрасно об этом знают, что у наших инспекторов нет никаких корыстных целей. Мы лишь стараемся выполнить те обязанности, которые возложены на нас, а это обязанности обеспечения безопасности на наших дорогах. Ибраим, наверное, этот вопрос снова касается просвещения, профилактики. Сама работа касаемо профилактических работ, да, касаемо ДТП, как она ведется? Основная профилактика правонарушений направлена прежде всего на повышение правосознания самих участников дорожного движения. В той статистике, которую мы сейчас озвучили, 58 ДТП, 21 погибших, 81 пострадавших, здесь 13 человек из 21 участников дорожного движения, которые погибли на наших дорогах, 13 человек погибли по причине выезда на полосу встречного движения и превышения установленных режимов скорости. К слову сказать, по сегодняшний день камерами фото-видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, которые установлены на дорогах нашей республики, уже выявлено более 600 тысяч правонарушений превышения скоростного режима. То есть профилактические мероприятия в нашей республике инспекторами как дорожно-патрульной службы, так и сотрудниками управления госавтоинспекции Чеченской Республики, в том числе отделением пропаганды, которую я возглавляю, направлено прежде всего на предупреждение водителей о недопустимости превышения скоростных режимов на дорогах нашей республики. Какое бы происшествие ни происходило на наших дорогах, если это происходит по причине превышения скорости, то здесь последствия бывают тяжкими, потому что мы понимаем, что, конечно же, в нашем обществе в таком количестве транспорта на наших дорогах, наверное, избежать вообще отсутствия дорожно-транспортного происшествия невозможно даже, но можно минимизировать последствия этих ДТП. А это можно сделать только снизив в целом скорость потока транспортных средств. Все водители должны запомнить и следовать единственному правилу на дороге, главному правилу на дороге – это не превышать
установленный режим скорости. И для того, чтобы реализовать эту концепцию, мы работаем не только на дороге с нашими водителями, мы работаем в образовательных учреждениях, институтах и школьных общеобразовательных учреждениях, где уже со старшеклассниками, которые в будущем, через несколько лет, уже станут водителями полноправными. И здесь разъяснением им той нормы, от соблюдения которого зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения, очень важно. Поэтому такая профилактическая работа, она ведется структурой госавтоинспекции, и с каждым годом мы стараемся больше и больше проводить профилактических мероприятий, потому что само понимание несения службы инспекторами ДПС на дороге, вот люди должны это понимать, саму суть, почему инспектор находится на видном месте на дороге, неся службы. Он прежде всего предупреждает участников дорожного движения о том, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Он не стоит, наряд дорожно-патрульной службы не выставлен там для того, чтобы они выявляли правонарушения. Это не главная задача. Их главная задача – это предупредить участников дорожного движения о том, что они должны следовать определенным требованиям правил дорожного движения. Еще один вопрос от наших подписчиков, жительница города Грозного. Спрашивает, если я правильно понимаю, установка маршрутных автобусных остановок находится в ведении мэрии и Минтранса. Но если они влияют на безопасность дорожного движения, то это надо согласовывать и с вашим ведомством. У нас в городе есть прекрасный цветочный парк. Раньше там была остановка и подземный пешеходный переход, что очень удобно как для самих жителей города, так и для туристов, приезжающих посмотреть на этот прекрасный парк и комплекс Грозный-Сити. Нельзя ли рассмотреть вопрос возвращения этой автобусной остановки? Ну, этот вопрос можете не отвечать. Да, нет, я отвечу. Наш подписчик, он наполовину ответил сам на этот вопрос тем, что решение по установке остановки общественного транспорта зависит от решения мэрии города Грозный и Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. Конечно же, все эти изменения дорожной инфраструктуры, они согласовываются напрямую с госавтоинспекцией на предмет безопасности дорожного движения. Само место, парк, о котором идет речь, очень красивое место, как мы знаем. Сюда приезжают очень много не только гостей нашего региона, но и наши жители сюда очень часто приезжают в этот парк. И, наверное, было бы целесообразно рассмотреть вопрос наличия остановки именно рядом с этим парком. Но это мое мнение. Сейчас я говорю, это не решение сотрудников госавтоинспекции. Мне кажется, это не сделано прежде всего, потому что от двух остановок предусмотрено определенное расстояние. Здесь, как мы знаем, рядом с нефтяным институтом, корпусом, есть остановка, и уже парк находится где-то в метрах 200, да, от этой остановки. И целесообразность наличия там остановки нужно пересмотреть. Я думаю, можно рассмотреть этот вопрос, и даю обещание, что переговорю с отделением надзора, госавтоинспекции, с отделением дорожной инспекции, которые непосредственно занимаются такими вопросами, и попрошу их рассмотреть этот вопрос на ближайшем совещании. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды госавтоинспекции Чеченской Республики.